Компания Hyundai рассекретила спортивную модификацию кроссовера Tucson 4-го поколения под названием N-Line. В Европе продажи новинки начнутся весной нынешнего года. Исполнение получило традиционный декор для версии N-Line, перенастроенную подвеску и рулевое управление, но лишилось базового дизеля. В версии N-Line у Tucson изменен не только бампер. Решетка радиатора тут шире обычной, а рельефные элементы на ней получили дополнительные грани. Огни по краям решетки радиатора похожи на те, что у обычного Tucson, но у них изменен дизайн. Вокруг фар глянцево-черные накладки. Таким же глянцево-черным оттенком выполнены стойки и зеркала, а колесные арки и боковые юбки выполнены в цвет кузова. Спойлер у N-Line версии длиннее обычного и снабжен плавниками, а сдвоенные патрубки выхлопной системы сменили форму на круглую. Еще одно отличие – это легкосплавные колесные диски размерностью 19 дюймов с иным геометрическим дизайном. Для N-Line доступен особый цвет кузова Shadow Grey. Черная крыша доступна за доплату, причем в отличие от обычного кроссовера, она лишилась хромированной линии. Спортивный дух продолжается и в салоне, украшенном контрастной прострочкой. Tucson N-Line предлагается с сиденьями символикой N, обшитыми замшей и кожей, особым рулем, черным потолком и металлическими накладками на педалях с порогами. Кроссовер оснащен опциональной подвеской с электронным управлением, которую традиционно для N-Line-версии подкорректировали настройки, за счет чего она стала быстрее и четче реагировать на команды рулевого управления. Кроме того, установлен более толстый стабилизатор поперечной устойчивости, уменьшающий крены на поворотах. В оснащение модели входит цифровая приборка и сенсорный центральный дисплей на 10,25 дюйма каждый, трехзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений и подогрев на двух рядах, мониторинг слепых зон зеркал и автоматическое удержание в полосе, а на версиях гибрид и плаг-ин гибрид дополнена система дистанционной самопарковки. Двигатели у автомобиля стандартные, но самые слабые из них новой версии N-Line не положены. Здесь остались бензиновая турбо-четверка 1,6 литра TGDI 150 лошадиных сил. Ее вариант с 48-вольтовым стартер-генератором, в этом случае мотор выдает 150 или 180 лошадиных сил, плюс турбодизель 1,6 литров CRDI на 136 лошадиных сил с такой же мягкогибридной надстройкой. Также предусмотрены полноценные гибриды, которые оснащаются турбомотором 1,6 литров TGDI 180 лошадиных сил. Обычный Tucson гибрид в пике выдает 230 лошадиных сил, а подзаряжаемый плаг-ин гибрид 265 лошадиных сил. Привод может быть передний или полный, с муфтой на задней оси, а пару двигателям составит 6-диапазонный автомат. Продажи Hyundai Tucson N-Line стартуют в Европе весной 2021 года, а гибридные версии появятся летом. Когда Tucson 4-го поколения доберется до России, пока что неизвестно. Ну а как вы считаете, какой Tucson выглядит лучше? Обычный или спортивный Tucson N-Line? Делитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии. Genesis, премиальный бренд компании Hyundai, полностью рассекретил свой второй кроссовер в линейке, компактный GV70. До этого в конце октября корейцы показали публике лишь дизайн экстерьера и салон автомобиля. Теперь же компания поделилась информацией о размерах, двигателях и оснащении. Как и предполагалось, по размерам Genesis GV70 будет сравним с конкурентами BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Audi Q5. Его длина составляет 4715 мм, ширина 1910 мм, высота 1630 мм, колесная база 2875 мм. В основе кроссовера лежит заднеприводная платформа, аналогичная той, что используется на седане G70. Новинку предложат с 3 силовыми установками на выбор. Базовый мотор — это турбодизель 2,2 литра нового поколения с алюминиевым блоком цилиндров. Он выдает 210 лошадиных сил и 441 ньютон-метров крутящего момента. Следующим идет бензиновая турбо-четверка 2,5 литра, 304 лошадиные силы и 422 ньютона. Ну а на вершине гаммы 3- и 5-литровый агрегат V6 мощностью 380 лошадиных сил и 530 ньютон-метров крутящего момента. Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод задний, либо полный с муфтой подключения передней оси.
Полный привод – это опция для четырехцилиндровых машин и стандартное оснащение для кроссоверов с двигателем V6. Динамические характеристики указаны только для самого мощного GV70. Он набирает первую сотню за 5,1 секунды. Для кузова предусмотрено 13 цветов, из них 3 новых – Mauna Red, Metallic и матовый Barossa Burgundy. Колесные диски от 18 до 21 дюйма. Также для кроссовера можно заказать пакет Sport. Им можно дополнить любую версию. В него входит задний электронно управляемый дифференциал и лаунж-контроль. Еще GV70 Sport отличается более спортивным обликом. Такому кроссоверу положен спойлер на пятой двери, большие воздухозаборники, затемненный декор в переднем бампере, особый трехмерный рисунок решетки радиатора в темном хроме, диффузор в цвет кузова, большие круглые выхлопные патрубки, колесные диски на 19 или 21 дюйм, эксклюзивная окраска салона, особый руль. А в виде опции доступны углепластиковые вставки на консоли и дверях. По умолчанию GV70 пружинная подвеска, но за доплату можно заказать адаптивные шасси. Амортизаторы меняют жесткость в зависимости от типа дорожного полотна, которые сканируют встроенные камеры. Что же касается полноприводных модификаций, то им полагается система выбора внедорожных режимов Multi-Terrain Control, которая включает такие варианты, как грязь, песок и снег. В числе прочего оборудования автопилот Highway Driving Assist 2, который не только ведет автомобиль в пределах полосы, но может перестроиться при включении поворотника. Система предотвращения столкновений при движении задним ходом и маневрирования на парковке, система слежения за вниманием водителя, а также 8 подушек безопасности, включая коленную у водителя и центральную между передними креслами. Еще одной особенностью кроссовера стала биометрическая идентификация водителя по отпечатку пальца. Она позволяет мгновенно подстроить под конкретного человека сиденье, руль, проекционный дисплей, навигацию и громкость музыки, а также подключиться к платежной системе Genesis CarPay. GV70 поступит в продажу в Южной Корее до конца 2020 года. Продажи кроссовера в России должны начаться во втором квартале следующего года. В модельном ряду бренда новинка займет место на ступень ниже большого кроссовера GV80. Основными конкурентами новинки будут Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Как вы считаете, есть ли шансы у Genesis GV70 составить конкуренцию немецкой тройке? Делитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии. Представленный минувшим летом минивэн Kia Carnival 4-го поколения будет официально поставляться в Россию. Минивэн прошел все испытания, предусмотренные для сертификации на российском рынке, и получил одобрение типа транспортного средства. Как говорится в пресс-релизе корейского бренда, в 2021 году модель будет представлена в России. Для нашего рынка вэн будут собирать локально отверточным методом SKD. В документе в качестве завода-изготовителя указано калининградское предприятие Lada Intertrade, принадлежащее Автотору. Для Carnival 4-й генерации дизайнеры Kia придумали категорию Grand Utility Vehicle – большой универсальный автомобиль или кроссвэн. Если присмотреться к дизайну, то в экстерьере теперь действительно прослеживаются черты, присущие кроссоверам. К слову, минивэн делит платформу с последним Sorento. Габаритная длина автомобиля по сравнению с предшествующим поколением увеличена на 40 мм до 5155 мм, что позволило создать наиболее просторный салон за всю историю модели. Колесная база Carnival составляет 3090 мм, плюс 30 мм. Ширина 1995 мм плюс 10, высота 1750 мм и 1785 мм в версиях с рейлингами на крыше. Автомобиль будет доступен в 7- и 8-местном варианте исполнения. На втором ряду могут быть 2 раздельных кресла или трехместный диван. В России модели положены 17, 18 и 19-дюймовые колеса. Просторный салон с гибкой компоновкой, объемный багажник и высокий уровень безопасности делают минивэн удобным для семейных путешествий. А высокий дорожный просвет в 182 мм позволяет использовать кроссвэн как в городе, так и на природе. Но полный привод Carnival'у не положен. В Россию Kia Carnival приедет с 2 двигателями на выбор. Это атмосферный бензиновый двигатель V6 3,5 литра MPI с распределенным впрыском, 249 лошадиных сил, 332 ньютон-метров крутящего момента. Двигатель может работать на бензине АИ-92.
и турбодизельный четырехцилиндровый двигатель 2,2 литра мощностью 199 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом в 440 ньютон-метров. Оба варианта двигателей сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Во всех версиях Carnival имеет привод только на переднюю ось. Продажи минивэна стартуют в России в 2021 году. Комплектации и цены на новинку компания обещает обнародовать ближе к появлению минивэна на российском рынке. Как вы думаете, сколько будет стоить базовая версия новой Kia Carnival? Делитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.